Добрый вечер, уважаемые слушатели, родители, будущие родители, педагоги и все те, кому интересна данная тема. Меня зовут Твердова Марина Владимировна. Я являюсь главным специалистом Центра сопровождения специального и инклюзивного образования, а также методистом Республиканского консультационного центра. На данном вебинаре я буду модератором. Мы продолжаем цикл наших вебинаров, посвященных психолого-педагогическому просвещению родителей. И сегодняшний наш вебинар называется следующим образом: «Половое воспитание ребенка». Данный вебинар организован в рамках работы Центра сопровождения специального инклюзивного образования Коми Республиканского института развития образования совместно с Республиканским консультационным центром в рамках реализации мероприятий просветительского проекта «Академия будущих родителей». Для освещения вопросов сегодняшнего вебинара мы пригласили Григорьеву Евгению Сергеевну, психолога, руководителя студии семейного развития «Гармония». Хочу также напомнить, что запись вебинара будет размещена на сайте Коми Республиканского института развития образования во вкладке «Видеозал». Также обращаю ваше внимание, что вы можете записаться на бесплатную консультацию к Евгении Сергеевне в Республиканский консультационный центр. Все контакты представлены на данном слайде. Итак, мы начинаем. Евгения Сергеевна, подключайтесь. Добрый день. Как меня видно, слышно? Все ли хорошо со связью? Напишите, пожалуйста. Будем начинать. Да, вижу. Спасибо. Будем начинать. Сегодня тема нашей встречи очень важная, полезная, нужная. Вызывает, как правило, много споров, сомнений и вопросов. Я прошу, Марина, мне включить презентацию. Переключить. Сейчас попробую сама. Так, да. Угу. И я для начала хочу попросить всех, кто подошел в эфир, написать, чего вы ждете от сегодняшней нашей встречи, что бы хотелось услышать, на какие вопросы получить ответы. Марина меня уже представила. Меня зовут Евгения Григорьева. Я практикующий психолог, преподаватель психологии. Занимаюсь я арт-терапией, песочной терапией, расстановки семейные провожу. Сегодня мы будем говорить о том, как формируется детская сексуальность, как в жизнь ребенка входит тема взаимодействия полов, как происходит восприятие собственного тела и как родителям создать верную, психологически грамотную обстановку вокруг этой темы. Тема секса, тема тела, отношений между полами, взаимодействия между мужчиной и женщиной является одной из самых табуированных тем. Всего есть 3 большие табуированные темы. Секс и вопросы пола входят туда. И, как правило, родители, которые обращаются ко мне с этой темой, сами обескуражены, бывают напряжены очень сильно в этой теме. И, соответственно, они не могут подобрать нужных слов для того, чтобы ответить на вполне себе закономерные вопросы от детей, которые следуют, в общем-то, нормам их развития психосексуального, личностного развития. Родители бывают не готовы. И мы можем вспомнить свое детство и детство наших мам, пап, бабушек, которые вообще не были просвещены по вопросам пола, к сожалению, да, и к чему это приводило, к весьма печальным событиям и достаточно трагичным историям, которые мы можем наблюдать в нашем роду. Пожалуйста, напишите, какие вопросы для вас будут сейчас актуальны, на какие вопросы хотелось бы получить ответы. Я пока открою
план семинара нашего. Постараюсь все эти вопросы раскрыть. Вы можете посмотреть перечень этих вопросов и найти для себя наиболее актуальное. Очень важно, чтобы сейчас вы написали, что именно важно для вас, потому что это сделает это время, которое мы проведем вместе, осмысленным, ценным для вас прежде всего. А мне даст возможность понять, на чем сделать акцент, на что обратить внимание, что важно. Поскольку участников достаточно много, уже больше 100 человек я вижу, надо быть предельно четкой по вашему запросу, четко идти, потому что тема тоже очень большая, времени не так много. Пишите, пожалуйста. Итак, мы сейчас с вами рассмотрим стадии психосексуального развития, в которой каждый из вас, участники вебинара, сможет увидеть своих детей, находящихся в том или ином возрасте, выполняющих, задающих определенного типа вопросы, как-то действующих в вопросах пола. Сейчас мы с вами... Так, вопросы, пожалуйста, пишите. Нет звука, пишут. Я думаю, что нужно перезагрузиться, потому что у всех есть звук. Модератор, пожалуйста, напишите во вкладке «Вопросы», чтобы человек обновил страницу. Иногда так бывает на этой платформе. Итак, разнополые дети проживают в одной комнате. Проблема многих семей. Да, так бывает во многих семьях, но не у всех это проблема. Как это для вас, Светлана? Напишите, какого возраста дети и почему это является проблемой для вас или это проблема для них. Так бывает часто. Это вовсе не является для всех проблемой. Итак, уважаемые участники, давайте мы договоримся по регламенту. У нас есть вкладка «Вопросы», которая находится у вас на верхней панели. Пишите, пожалуйста, туда вопросы, не относящиеся к тому, что мы обсуждаем в ходе вебинара. Все, что относится к тому, что я рассказываю, то, что происходит сейчас, или что я спрашиваю, например, сейчас я спрашиваю, что для вас будет актуально, напишите. Пишите в чате. Вкладку «Вопросы» я посмотрю потом, в конце вебинара, когда мы будем обсуждать вопросы. Там вы можете написать о чем-то своем, задать какую-то свою ситуацию для рассмотрения. Если будет у нас время, то мы это сделаем. Нужно ли откровенно отвечать детям на их вопросы об их появлении на свет, из какого возраста? Или лучше ограничиться сказками об аисте и капусте? Прекрасный вопрос, Диана, прямо сегодня у нас по теме. Будет ответ вам, безусловно. Итак, Светлана, вы, пожалуйста, свою ситуацию можете описать. Если для кого-то еще тема проживания детей в одной комнате интересна, вы тоже можете написать об этом в чате. Я иду дальше и буду параллельно смотреть в чат. Поехали. Итак, что же такое половое воспитание и что это за раздел такой общевоспитательной ситуации, которая складывается в семье, школе и других местах, где, в общем-то, произрастает душа ребенка. Половое воспитание – это один из компонентов общего воспитания ребенка, которое осуществляется как родителями, в первую очередь, я бы сказала, родителями, так и другими взрослыми, которые встречаются на пути ребенка. Это не обязательно даже учителя-воспитатели, хотя и они тоже. Это может быть бабушка, дедушка, это могут быть старшие братья и сестры, тети, дяди, крестные, еще кто-то, друзья семьи, с которыми ребенок встречается. Через их поведение ребенок также будет считывать некие модели полового поведения. Что входит в половое воспитание? Это знакомство со строением собственного тела, прежде всего, да, ребенка будет интересовать свое тело, потом уже тело мамы, папы и так далее, других людей, маленьких и больших. Особенности строения тела, функционирования тела, некоторых процессов, которые происходят в теле и так далее, да, такие как менструации, эрекция у мальчика, например, да, это тоже входит в половое воспитание.
Важно, чтобы половое воспитание учитывало возрастные особенности ребенка, индивидуальные особенности ребенка. Половое воспитание обязательно учитывает пол ребенка, мальчик перед нами или девочка, ну и множество других факторов. С чего начинать разговор о сексуальности для ребенка-подростка? Замечательно. Учителя биологии могут быть теми, кто несет половое воспитание. Ну, чудесный вариант для того, чтобы переложить ответственность. На самом деле, конечно же, это не так. Половое воспитание должно происходить в семье. Прежде всего, в семье. На самом деле я некоторое время работала в нашем городе в Центре планирования семьи психологом, работала с девочками-подростками, потом я работала в школе с девочками-подростками, и в то время, когда это было, нам было еще разрешено говорить о том, что же такое отношение между мужчиной и женщиной. В дальнейшем на уровне организации вообще психолого-педагогического, медицинского сопровождения детей было запрещено что-либо говорить, потому что, я с этим согласна, поскольку не все то, что говорит врач, должен знать ребенок этого возраста. Не каждый ребенок готов знать то, что говорит врач, который показывает средства предохранения, рассказ о строении полового члена и коитуса. Об этом не каждый ребенок узнает в одно время, и тем более в групповой форме, да, когда их всех рассадили, они кто хихикает, кто краснеет, кто делает вид, что его здесь нет, готовы провалиться под землю. То есть я видела разные реакции у детей. И действительно, половое воспитание – это прежде всего воспитательное воздействие семьи, родителей. Именно от того, что происходит в семье, зависит то, как ребенок будет воспринимать отношения между мужчиной и женщиной, воспринимать свое тело и так далее, другие вопросы. Другими словами, если в семье все было сделано верно, то улица ребенка не испортит. В школе ему плохое не расскажут. Будьте в этом уверены. Если нарушение произошло уже на этапе семейных отношений, в этом случае система образовательная или медицинская система может играть корректирующее значение, но часто это не столь удачно, как хотелось бы. О том, что половое воспитание должно происходить в семье, известно очень давно, еще со времен Зигмунда Фрейда. Да, то есть еще он вносил эти идеи в психологию, и ничего не поменялось, в общем-то, с тех пор. Семья ребенка, в которой он появился, это мир, и как это мир во всем его проявлении, правила этого мира, законы этого мира. Телевидение, интернет, это все потом. Сначала семья. Все, что вы несете как родители, гораздо важнее, это приоритет. Да? Вот мы можем понимать, что ребенок, когда родился, он появился прежде всего в семье. Он еще не связан ни с улицей, ни с другими людьми, взрослыми, маленькими, ни с педагогической системой, ни с какой. Он не сталкивается ни с телевидением, ни с интернетом. И первые, как минимум, 3 года он вообще застрахован от того, что на него какие-то плохие воздействия там извне да, производятся. Он еще мало вообще даже в садик ходит. А вот то, что происходит в семье, он чувствует по максимуму. Это и составляет основу его мира. Потом все будет ложиться на эту базу, на базу. Да? И если эта база, знаете, как фундамент у дома, если фундамент выложен плохо, выстроен плохо, то, к сожалению, вся дальнейшая конструкция будет шаткой, валкой, хрупкой и так далее. И чем младше ребенок, тем больше воздействия имеет семья, тем меньше воздействия имеет социум. Если социум стабилен, да, понятно, что если война, там это другие обстоятельства, слава богу, мы не там. И нам, родителям, это дает
большой приоритет по сравнению с воздействием интернета, школы, телевидения. Все это потом, да, все это ложится на те ценности и установки и смыслы, которые есть в семье. Итак, как вопросы, да, пока собираю, с какого возраста и как рассказывать ребенку о сексе. Ребенку 7-8 лет. Будет такая информация, как реагировать родителям, когда они видят, что их ребенок 3 года играет со своим половым членом. Воспитатель в саду это замечал и сказал родителям. Евгения, спасибо за вопрос. Если забуду ответить, пожалуйста, напомните мне, хорошо? Это типичная ситуация. Мы когда будем говорить про ребенка этого возраста, я прокомментирую. Занимается анонизмом, как реагировать воспитателю. Угу. Хорошо, поехали. Все, уже понятно, что в каком-то возрасте что-то с телом у ребенка происходит. База – это семья. Еще раз скажу, да, педагоги, воспитатели не играют большой роли. Поэтому часть вот вопросов, которые уже прозвучали, имеют один ответ. Отправляем их, да, отправляем этот вопрос к семье. Что будет делать с этим семья? Так, давайте тогда сейчас я спрошу. Напишите, пожалуйста, участники вебинара, вы сейчас присутствуете в позиции педагог, вы присутствуете в позиции родитель, или вы присутствуете в позиции педагог плюс родитель? Напишите, пожалуйста. Угу. Угу. Вижу. Пишите, пожалуйста, потому что у меня хотя бы будет понимание, чего больше и на что делать акцент. Воспитатель детского сада. Так, угу. Педагог и родитель. Хорошо. Ну, все категории представлены, вернее, нет, не представлена категория просто родитель. То есть педагог плюс родитель. Хорошо. Все, поехали. Мы пройдемся сейчас с вами по стадиям психосексуального развития, которые были выделены Зигмундом Фрейдом много-много лет назад. Они не теряют свою актуальность в общем и целом. Пройдемся по этим стадиям, и я раскрою каждую из них с позиции того, как же формируется представление о своем теле, где локализуются сексуальные импульсы ребенка и как осуществляется половое воспитание на каждой из этих стадий. Первая стадия психосексуального развития была названа Фрейдом оральной. Дело в том, что за основу своей классификации Зигмунд Фрейд взял положение эрогенных зон, то есть наиболее чувствительных зон организма у ребенка в процессе развития они меняются. И на первом и половине второго года жизни, то есть 1,5 года примерно, основной эрогенной зоной ребенка является оральная, сконцентрированная область удовлетворения, удовольствия вокруг рта. Дело в том, что наш ребенок – это детеныш млекопитающих, поэтому вокруг рта, в общем-то, все основное и располагается. Ему надо найти грудь, покормиться и решить все свои потребности через грудь. Более того, мы же знаем, что ребенок все пихает в рот, пальцы, предметы, игрушки и так далее. Это говорит о том, что через рот он еще и познает мир. В это время основной деятельностью ребенка является интимно-личностное общение с мамой, установление доверительного контакта с мамой. Мама всегда приходит, когда ему надо, мама отвечает на его потребности, удовлетворяет их. На первом году жизни, уже начиная с первых дней после появления на свет, рождения, ребенок начинает знакомиться со своим телом. То есть он, родившись, он не знал, что у него есть тело, естественно. Он не знает, что у него есть коленка, попа, ухо. Как он может узнать о том, что у него есть тело? Напишите, пожалуйста. Как он может об этом узнать? Вот он не осознает свое тело, когда родился. А как же он узнает?
Знакомство с телом начинается сразу у ребенка. Формируется так называемая карта тела, когда ребенок понимает, что, Елена, я имею в виду, что у него есть знакомство со своим собственным телом, не с телом матери. С матерью, да, он общается через запах, естественно. Он детеныш млекопитающего, обоняние очень хорошо развито. Тактильно, то есть, что он, кто тактильно, кто прикасается, кто поглаживает? Опытным путем, то есть натыкаясь на что-то рукой, ногой, он что-то трогает, да, но это не знакомство со своим телом, это знакомство с миром. Он исследует себя сам. Много ли ему доступно, Ольга? Если я прихожу иногда к маме, поскольку я являюсь еще консультантом по грудному вскармливанию, прихожу, ребенку месяц, и ребенок все еще в рукавичках на ладошках. Там никакого исследования месяц не проходило. Как он узнает, что у него есть тело? Жень, спасибо. Поглаживает его мама. Итак, прежде всего, мы, взрослые, формируем карту тела у ребенка. Мы до него дотрагиваемся. Именно поэтому мамы интуитивно целуют ему и попку, и пальчик каждый на ноге, и плечики, и спинку, животик, все. Да? Мамы формируют карту тела у ребенка, проводя ручками по его телу, вдоль всего тела, охватывая его, прижимая все тело ребеночка к себе, мама формирует карту тела у ребенка. И мы можем предположить, какой опыт приобретает ребенок через массаж, поглаживание, взятие мамой на руки ребеночка. Положительный или отрицательный. Если прикосновения матери главным образом, да, естественно, и других взрослых тоже, являются приятными, комфортными, дарящими удовольствие, демонстрирующими заботу, то у него формируется положительная карта тела. Мое тело хорошее, приятное, получает удовольствие, любовь, заботу, и оно расслабленным может быть, да, и так далее. Положительный образ тела формируется у ребенка. Он знает, что у него есть попа, ножки, ручки, ушки, лобик. Он все это знает и все это любит. И хорошо, если ребеночек у нас родился здоровым, и у него ничего не болит. Тогда у него еще формируется образ тела, как мое тело здоровое. Это очень-очень важный момент, влияющий на всю последующую жизнь. Дальше. Если мама не подходит, если ребенок долгое время находится мокрым, холодным, у него что-то болит, его берут неласковые руки, движения жесткие, какие-то резкие, то тогда образ тела у него какой? Отрицательный, естественно. Мое тело плохое, гадко пахнущее, мокрое, холодное, неприятное, что-то в нем болит. С моим телом можно обращаться грубо и так далее. И вот это тот опыт, который здесь, на первых месяцах жизни, формируется и потом влияет на всю жизнь. И на всю сексуальность ребенка, и на его здоровье, и на его личность, на много-много аспектов жизненно важных. Это первая стадия развития сексуальности, то есть формирование тела и знакомство с своим телом, да, образа тела и формирование интимных отношений с матерью. Я вступаю в контакт, я приближаю тело к телу, я голый и расслабленный, и мне это приятно. Вот это очень важный момент. Идем дальше. Понятно, что на этом этапе ребенок ничего еще не спрашивает, ничего не задает. Второй, третий год жизни Фрейдом был назван анальной стадией психосексуального развития. Очень важным моментом здесь является момент правильного, педагогически верного, психологически верного приучения к горшку. Фрейд считал это основополагающим фактором для развития личности на данной стадии. У него было даже описано несколько нарушений этой стадии и формирования так называемой анальной личности, которая застревает на этом этапе, да, и происходит
фиксация негативная на этой стадии, которая на всю жизнь потом влияет, к сожалению. Ну, в частности, здесь, на этой стадии у ребенка формируется самоконтроль и саморегуляция. Ребенок учится удерживать свои импульсы анальные в том числе. Он удерживает свои какие-то агрессивные импульсы. При анальном негативном характере, да, и вообще, что такое анальный характер? Это педантичные люди, люди такие вот, да, знаете, такие вот до мелочей аккуратные, которые очень зациклены на одном, ригидные люди, которые трудно перестраиваться. Это вот называется фрейдоманальный характер. Да? На этой стадии у ребенка впервые появляется чувство стыда. То есть ребенок 3 лет может уже постыдиться, какать, например, при пришедшей в гости бабушке и дедушке, а позовет только маму, вытирать ему там попу, да, например. Это чувство стыда становится в дальнейшем основой для того, чтобы удерживать свои сексуальные импульсы. Вообще приучение к горшку – это тоже тема удержания, да, и здесь вот это происходит как раз. Так, что еще? Пишите вопросы, если у вас есть вопрос, все ли понятно по этим стадиям. В это время ребенок, конечно, еще не задает вопросов про свое появление на свет, однако он уже замечает свой половой орган, если это мальчик, либо девочка может заметить у мальчика выделяющийся половой орган, отличный от ее. Дети в этом возрасте могут понимать, что у мамы и у папы что-то различается. У мамы есть грудь, у папы нет. У папы есть половой член, у мамы нет. То есть дети уже отмечают это. И чаще всего дети в этом возрасте, в 3 года, уже четко знают, кто я, мальчик я или девочка. И если спросить ребенка в этом возрасте, кто ты такой, он отвечает, и можно спросить дальше, как ты это понял? Чем отличается мальчик и девочка? И обычно дети в это время, скажите, пожалуйста, говорят, какие признаки? Задавали своим детям такие вопросы, вспоминайте. Какие признаки отличия мальчиков и девочек дети упоминают на этом этапе? Напишите. Девочка в платье, а мальчики в штанах, одежда, игрушки. Девочки играют куклами, мальчики машинками. У девочек волосы длинные, у мальчиков короткие. То есть дети, посмотрите еще, вот по этим признакам, они не понимают, что первоначально различают строение половых органов их. Да? Они еще не находятся в такой активной исследовательской позиции по отношению к вопросам пола. Однако они уже на это обращают внимание, что есть вполне, ну, естественное дело. И я должна отметить здесь, поскольку очень много педагогов, что на этой стадии происходит значительное количество травматизации как от родителей, так и от педагогов. И связана эта травматизация с темой приучения к горшку. Попробуйте сейчас догадаться, написать, что травмирует ребенка, его дальнейшую сексуальность, и как это связано с горшком. Как мы, взрослые родители и педагоги, воспитатели, я имею в виду сейчас, травмируют ребенка, его дальнейшую будущую сексуальность на этом этапе при приучении к вопросам гигиены горшка. Пожалуйста, поделитесь своими догадками. Насильственное высаживание. Некоторые боятся холодного горшка. Да, еще бывают ужасные музыкальные горшки, которые громко поют, как только происходит чудо. Еще, пожалуйста, напишите свои догадки. Что еще? Есть еще вещи. Вы абсолютно правы, те, кто это написал сейчас, да, и есть еще несколько факторов, которые, ну, просто блокируют детскую сексуальность. Не детскую, а в дальнейшем сексуальность, имеется в виду. Определенное место, Елена, что имеете в виду?
Насильно высаживают и стыдят при других. Вытирание попы как травмирует любовь? Напишите, пожалуйста, подробнее. Мимо горшка сходил, дальше, грязный горшок, дальше, немножко поширше, да, вот пишите, как это вообще вам видится. Непонятно, потому что чужой горшок не домашний, да, ругают за мокрые штаны. Угу. Да, еще ваши предположения, пожалуйста. Есть еще два фактора, которые не были названы, а это очень сильно касается педагогов в частности. В одной комнате и мальчиков, и девочек высаживают. Так, угу. Давайте я пока разбираю, а вы пока пишите свои догадки, я буду комментировать то, что уже написали. Итак, во-первых, насильственное высаживание, естественно, да, это травмирует. Каким образом? Есть некая сила, которой я должен подчиниться в своих внутренних импульсах. Я в вопросах, когда хочу писать или какать, когда не хочу, не свободен. Мои импульсы внутренние, моя связь с моим телом нарушается каким-то давлеющим взрослым. Ну, это насилие откровенное, эмоциональное и физическое в том числе. Дальше. Естественно, про стыдят при других и про мокрые штаны. Когда взрослые культивируют этот стыд и вину, загружая ребенка, погружая его в вину. И формирует тем самым личность зависимую, несвободную, ту, которая в дальнейшем, когда вырастет, будет постоянно испытывать чувство вины за любое неловкое движение. И будет страдать, и потом обращаться к психологу, многие годы ходить на терапию для того, чтобы избавиться от этого чувства вины, которое, ну, вот здесь этим поведением взрослого было насильственно внедрено в жизнь. Да? Поэтому, конечно, стыд за мокрые штаны, за ошибку, за промах взрослый должен пройти тактично, постараться это не заметить, быть на стороне ребенка в этом, поддержать его, сказать, в следующий раз тебе обязательно получится. Я знаю, ты подрастешь и не будешь уже мочить штанишки. А сейчас давай переоденемся. Это должно быть тактичный, уважающий контакт. Да? Высаживание по времени туда же, абсолютное насилие, абсолютное, конечно. В одной комнате в садике высаживают, в одном туалете мальчиков и девочек. Да, здесь это уже может, мы видим уже, что чувство стыда формируется, да, это тоже может являться насилием. Писать и какать при таком большом скоплении народу, хотя бы поделить их пополам. Это насилие. Представьте, что вас, уважаемые взрослые, посадят 20 человек рядком и скажут, делай-ка свои дела, пришло время к тому же, а пока не сделаешь, не встанешь, а почувствуйте себя вы, как дети. Да? Ну и вот отсюда ломка. Да? Ну и то, что не прозвучало, я скажу, во-первых, не прозвучала тема того, что педагоги, к сожалению, до сих пор не дают детям оправляться тогда, когда они хотят. Я с ужасом слышу рассказы регулярные о том, что учительница не отпустила в туалет во время урока. Воспитательница сказала, сейчас идет занятие, ты сейчас дорисуешь или вырезаешь, а потом пойдешь в туалет. Как вы к этому относитесь? Напишите, пожалуйста. К сожалению, вот это насилие, потерпи, нечего ходить, ходи по времени, когда звонок прозвенел, до сих пор встречается в современной школе и в садах. Это невыдуманная история. И слышала я это неоднократно, к сожалению. И это не только не педагогично, это еще и не психологично, и это еще и очень травматично. Потом, в дальнейшем, к сожалению, у меня такие в практике случаи тоже есть, клиентки, ну, в моем случае это были женщины, вспоминая о том, куда же мы работали, куда же делась моя сексуальность, куда же делся оргазм, клиентки вспоминали о том, что вот такое вот насилие было. Учительница не разрешала ходить в туалет. То есть, что это значит? Уважаемые педагоги, должно быть правило такое. Ни в коей мере ребенок не должен вот так вот сесть и сказать, можно выйти в туалет.
Нельзя просить ребенка обозначать свою потребность сходить в туалет. Когда вы набираете класс, вы говорите: уважаемые дети, дорогие мои, я вас очень люблю, ценю и знаю, что вы испытываете потребности, и я вам доверяю. Если вы хотите в туалет, вы тихонечко встаете, никому не мешая, идете в туалет. Нельзя, чтобы ребенок был вынужден объявить о том, что ему надо в туалет. Да, 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 Арина, согласна с вами, вот только что я это произнесла. Если в вашем классе это так, то вы, да, то вы, конечно же, здесь, ну, как сказать, да, верно поступаете с точки зрения психолого-педагогической организации процесса. Поехали дальше. И еще одно, что не прозвучало, еще одна такая травматизация, когда она происходит. Это, первое я сказала, да, уже удержание, когда педагог просит держать, потерпеть. А второе делают чаще родители, к сожалению, это когда они ударяют, шлепают ребенка по попе. Как вам кажется, связано наказание по попе с темой сексуальности? Напишите, пожалуйста. Я могу распространить свой вопрос вообще на область физических наказаний и сексуальности. И в частности, сейчас я спрашиваю вас про наказание шлепками по попе и тему сексуальности. Пишите, пожалуйста, как это связано. Татьяна, я повторю, как вы думаете, связана тема пола и сексуальности с физическими наказаниями, в частности, шлепками по попе? Как шлепки по попе действуют на сексуальность в дальнейшем? Угу. Голая попа – это стыдно, а тем более, когда бьют. Безусловно, Екатерина, тут вот очень силен элемент насилия, сексуального, физического, эмоционального, унижающего контакта. Абсолютно. Но не обязательно оголяют попу, чтобы ее наказывать. Да? Иногда родитель просто шлепает так вот по ходу дела. Да? Как же это связано с сексуальностью? Пишите, пожалуйста, ваши ответы. Нельзя бить ребенка. Почему? Вот вас спросят, почему нельзя. Вот вы увидите, как педагог, что родитель шлепает. Вы что ответите-то? Вы как объясните, что нельзя? Ну. Итак, как же связано шлепки по попе или вообще физическое наказание с темой сексуальности в дальнейшем? Как только заносится рука родителя над телом ребенка, она вызывает какую эмоцию у ребенка? Вот заносит родитель, что ребенок чувствует? Страх. Когда мы боимся, это где? Страх живет в нашем теле. И когда рука опускается на попу, все тело окутывается этим страхом, и формируется вот такое вот сжатое в комочек, да, нервное такое состояние у ребенка, которое фиксируется в малом тазу. И иногда бывает так, что битая в детстве девочка, она вот это вот напряжение носит всю жизнь. И отсюда у нее нет оргазма. Она не может расслабиться, у нее вот так все зажалось. То есть у нее поднимается вот это вот все напряжение, вот этот страх, да, он как бы собирает всю ее вагину, всю ее в малом тазу, да, все органы в напряжение большое. И расслабляться это напряжение не умеет, не может, да. И удовольствия она там уже не испытывает, она там боится. Чисто физиологически она там боится.
И аноргазмия женская, она часто про это, про вот этот страх, который там засел. И когда мы бьем по попе, ну, вспомните, попа и половые органы очень близко расположены. Соответственно, мы бьем куда? По сексу. Мы бьем по удовольствию, по расслаблению, по наслаждению. Поэтому, уважаемые педагоги и родители, думайте об этом, что вы прямо загоняете туда страх, в органы, которые должны, ну, давать удовольствие в дальнейшем. Поехали дальше на следующую стадию. Следующая стадия – это дошкольный возраст, фаллическая стадия. Здесь ребенок обнаруживает свои половые органы, исследует их. Часто дети в детском саду заглядывают друг другу в трусы, обмениваются мнениями, подглядывает кто-то и так далее. У мальчиков здесь происходит эдипов комплекс, а у девочки параллельный, да, или соответственный такой вот обратный комплекс электры. Здесь мальчик, что это такое эдипов комплекс? Мальчик влюбляется в свою маму как самую прекрасную женщину в мире, которая очень его любит, она очень ласкова с ним, она внимательна, и становится как мифический Эдип, соперником своего отца в вопросах обладания матерью. Девочка влюбляется в своего отца, как в первого мужчину, который ее любит, боготворит, любуется ею, балует ее, и хочет за него замуж. Задача родителей здесь состоит в том, чтобы ребенка отвергнуть, но вот это отвержение должно быть очень мягким и звучать примерно так. Папа говорит девочке: ты самая чудесная девочка в мире, ты очень красивая, я тебя очень люблю. Но главная женщина для меня – это наша мама. Когда ты вырастешь, у тебя будет свой муж, и ты будешь главная женщина для него. То же самое говорит мама мальчику: ты чудесный, я тебя люблю, из тебя вырастет прекрасный мужчина, и у тебя будет прекрасная жена. И так мама и папа говорят ребенку, ну, где-то года полтора-два, может быть, да, не раздражая, не выводя это в конфликт, не обостряя этот конфликт, а просто все время подводя к тому, что мой главный человек – это мой партнер. Ты не можешь им стать, потому что я тебе не подхожу, а ты не подходишь мне. И вот это вот мягкое такое вот отвержение родителя своевременное, которое происходит здесь несколько лет, да, в течение нескольких лет ребенок вновь и вновь возвращается, а может быть, все-таки я подойду тебе как партнер, мне так хочется тобой обладать дальше. Родитель говорит: нет, ты не подходишь мне, у меня есть другой партнер, я с ним счастлива или счастлив, мне с ним хорошо. Это отвержение мягкое направляет внимание ребенка вовне, и он переносит свои сексуальные импульсы на других детей своего возраста, и к концу обучения в садике, 5-6 лет, 7 лет, ребенок влюбляется в кого-то в своей группе и говорит: моя любимая девочка – это Маша, а мой любимый мальчик – это Максим, я хочу за него замуж и так далее. Да? Напишите, пожалуйста, поставьте плюсик, кому это знакомо, кто с этим сталкивался, так ли это. Угу, да. И это нормальная стадия психосексуального развития. Задачей здесь является у ребенка наблюдение за отношениями между партнерами. Вот именно здесь, если родители в хороших отношениях друг с другом, если между ними есть хороший контакт эмоциональный и сексуальный, то у ребенка все будет развиваться хорошо. Опасность представляет, если между родителями конфликт, мама до сих пор спит с ребенком, а не с папой, они друг с другом там конфликтуют, друг друга не любят, проявляют пренебрежение, либо вовсе отсутствует один из родителей, и мама воспитывает ребенка сама, то вот на этой стадии может быть нарушение движения ребенка в психосексуальном развитии. Ну, в частности, ребенок может не столкнуться с тем, что мама любит папу, и продолжать спать с мамой дальше, а может быть и не спать дальше с мамой, но считать себя основным партнером. В дальнейшем это очень печальная судьба. Единственным утешением мамы становится ребенок, мальчик или девочка, неважно. Единственной опорой становится, единственным спасением от одиночества. И этот ребенок сталкивается в дальнейшем потом с проблемами построения своей личной жизни, с чувством вины оставить маму,
в одиночестве и так далее. Поэтому здесь вот очень важные вещи закладываются. Нарушением также является то, что родители полностью блокируют тему секса и тему отношений между полами. Нормой здесь является демонстрация детям отношений между мужчиной и женщиной в том, как они ежедневно общаются друг с другом. Они могут обнимать друг друга, они могут целовать друг друга, поглаживать, делать массаж, какая-то игра между ними, какой-то флирт может проскакивать, и ребенок это фиксирует. На этой стадии ребенок не знает, что происходит между родителями, он еще не знает о сексе, но уже понимает, что там что-то есть. У него возникает некий первичный образ того, что мама и папа что-то делают за закрытыми дверями спальни. Для того, чтобы все было у ребенка здесь нормально, у родителей должна быть супружеская постель, спальня, куда они закрываются, и ребенок знает, что что-то есть там, но это мне пока недоступно, и мне туда нет входа. Вот это действие родителей нормальное, здоровое, да, когда родители хотят быть вместе, когда хотят оставаться наедине, формирует здоровые отношения у ребенка потом. Потом ребенок будет знать о том, что есть что-то, что происходит между мужем и женой. Ни с кем другим это не делается. И такой ребенок понимает, что нельзя в садике всем подряд показывать свой половой орган, нельзя подглядывать, нельзя залезать в трусики девочки и так далее, да, потому что он знает, что есть тема отношений между полами, и она закрыта, она только для своих, только для партнера. И в этом возрасте родители говорят ребенку, например, такое, что когда ты вырастешь, у тебя будет жена, и вот ты сможешь там с ней только, да, спать в постели, например, или целоваться ты будешь там только с одной женщиной и так далее. Вот посмотри, мама говорит, я только с папой, да, и так далее. Здесь формируются и вопросы принадлежности, и вопросы верности, и, естественно, отношений каких-то, о которых ребенок пока не знает. В этом возрасте появляются естественные вопросы о том, а откуда я взялся на свет, а почему у меня такие половые органы, а у другого ребенка по полу другие половые органы. И здесь родители начинают отвечать на эти вопросы. Пожалуйста, напишите, как вы считаете, нужны ли ребенку правдивые комментарии про вопросы пола, про то, почему какие половые органы у кого, как дети откуда берутся на свет, как они попадают в живот к маме, как мама их рожает, нужны ли детям правдивые ответы на эти вопросы. Напишите, пожалуйста. Был вопрос вначале от кого-то из участников про капусту и про аиста. Какой вы точки зрения придерживаетесь? Правдивые, но не подробные, нужны. Угу. Нужны. Вспомните, пожалуйста, вы рассказывали, вот мы говорим сейчас возраст 3-6 лет. Наталья, а что рассказать нужно тогда? Ребенок спрашивает, мама, откуда я взялся на свет? Что расскажем? Объяснять правдиво, но без подробностей. Информация поступает дозированно. Итак, в целом вы абсолютно правы. Никакой фантастики про аистов, капуст купили в магазине, выписали по почте из интернета, из Китая, да? Нет, такого мы не говорим. Мы рассказываем ребенку только то, что является правдой. Ты появился у мамы из живота. Если вы боитесь, что дальше он спросит, а как я туда попал, до этого вопроса может быть еще пара лет. Вполне возможно, что ребенку вот этого ответа хватит. Вы идете, открываете компьютер, открываете фотографии, где вы беременная, и показываете, вот здесь ты у меня в животе, видишь, какой у меня большой живот. Или вы идете по улице, говорите, вот видишь, беременная тетя, у нее в животе малыш. Все. И этой информации ребенку может хватить на пару лет. Дальше
ребенок через год, через полгода спросит: «Мама, а почему у меня такой половой орган, а у Маши другой?» И что мы здесь ответим? Мы тоже отвечаем правду. Девочки и мальчики различаются этим. Именно это позволяет врачу в роддоме, когда родился ребеночек, понять, кто это, мальчик или девочка. Вот когда ты родился, ты был такой же голенький, как твоя сестра, но мы поняли, что ты мальчик. Когда ты вырастешь, ты будешь как папа. А когда вырастет твоя сестра, она будет как я, твоя мама. И на этом опять вопросы у ребенка могут закончиться вовсе. Если следует следующий вопрос, да, дальше ребенок спрашивает, вы отвечаете снова на него. Если у вас возникают сложности с описанием, конечно же, есть энциклопедии какие-то детские по анатомии человека, там эти все вопросы хорошо раскрыты и нарисованы. Ну и в этом же возрасте возникают вопросы часто у родителей по гигиене. Как же нужно заниматься, да, кто купать должен ребенка, подмывать его. Вот с этого возраста, с 3 лет, все-таки желательно заниматься вопросами гигиены родителю по полу. То есть мальчика подмывает папа, девочку мама. Если мама подмывает мальчика, то ей не следует прикасаться к половым органам, а следует научить мальчика подмываться самому, говоря о том, что ты, пожалуйста, сделай это сам, это твое хозяйство, да, я тебе сейчас помогу, помою тебе спинку, почешу, там, помою волосы, а ты уж подмойся сам. То же самое делает папа с девочкой, подчеркивая тем самым, что сексуального контакта между ними не может быть. И это тоже ведет к тому, что ребенок перенаправляет свои сексуальные импульсы с родителя на другого человека, на внешнее, да, то, что является задачей дипового комплекса, комплекса электры, быть в своем поле, да, соответствовать со своим полом и перенаправить свою сексуальность на внешний объект. Идем дальше. Следующая стадия называется латентная. Это начальная школа. Ребенок здесь не является активным исследователем своего тела или активным исследователем отношений между мужчиной и женщиной. Все, что нужно, он как будто бы уже узнал, ему уже примерно объяснили, как дети появляются на свет, как они попадают маме в живот, что папа что-то там дает, да, какую-то семечку, что от папы какая-то клеточка попадает в мамин организм. Это может пока не интересовать, как попадает, мы просто знаем, что участвуют оба, да, ребенку этого достаточно. Либо ребенок очень узнает вот так вот в общем, что мужчина и женщина любят друг друга, целуются, женятся, спят в одной постели, и в процессе их совместного, да, времени у них происходит, что папа дает какую-то свою семечку, которая у него только есть, маме передает, и у мамы есть место в животе, в которое эта семечка попадает и живет. И на этом тоже может описание ваше закончиться. Недавно мой сын, ему только исполнилось 7 лет, он спросил, что такое сперматозоиды, услышав это. Я ему сказала, что это вот эти клеточки, которые у папы есть. И один сперматозоид попадает к маме, и получается ребеночек. Все, на этом вопросов больше уже вообще не было. То есть он еще пока не дошел, ему 7 лет, он пойдет в 1 класс, к вопросу, а как вообще попадает. Да, это тот вопрос, который я знаю, что родители его боятся. Опять-таки, недавно он увидел прокладки и сказал, а что это такое, зачем это надо? И сказал, что женщинам это иногда надо, а мужчинам не надо. И вот на этом он тоже завершил это исследование, и пока к этому не возвращается, понимаете, да, то есть все очень как бы актуально ребенку. Если вы дадите лишнюю информацию, то вы увидите, что ребенок смутился, ему стало неприятно, некомфортно, он как-то там перевел тему, да, вы, значит, уже много информации дали. Дальше. В 6-12 лет ребенок в основном дружит. Да, то есть его не интересует пока мальчики, девочки как сексуальный объект, какой-то там
какую-то привлекательность они не сильно замечают или не замечают, да, у детей и сверстников. Они больше дружат, общаются, вместе играют. То есть это период спокойный по формированию сексуальности. Ребенок занят тут учебной деятельностью и формированием дружеских взаимоотношений со сверстниками. И генитальная стадия психосексуального развития, начиная с подросткового возраста и дальше, ребенок узнает, снова его внимание обращается на формирование половых органов, на интерес к противоположному полу, добавляется, естественно, действие гормонов соответствующих, проявляется интерес к половым вопросам пола и сексуальных взаимоотношений, возникает импульс к удовлетворению сексуальному. Ольга, вот я вижу, что у вас есть трудности, ну вот я могу только порекомендовать перезагрузить страницу, потому что это только у вас. И щелкнуть на экран, где должно быть видео. Там кнопка «Пуск» будет, и надо будет открыть просто ее. Угу, хорошо. Итак, генитальная стадия, мы про нее говорим сейчас. Подростки, естественно, испытывают интерес к собственным гениталиям, у них возникают импульсы сексуального напряжения, которые хочется удовлетворять. Отсюда мастурбация, онанизм, утренние полюции у мальчиков, эрекция возникающая, фантазии, эротические сны и так далее. В этом же возрасте возможны гомосексуальные интересы, гомосексуальная направленность у подростков, поскольку ребенок как бы определяется со своей сексуальностью, он как бы ищет себя. Это не про то, что ребенок станет гомосексуалистом, это про то, что он сейчас активно вот в этой фазе живет. Поэтому максимальная тактичность и открытость родителя к обсуждению вопросов пола, доверительный контакт. Самое важное, что вы можете здесь сделать. Уже проходит у родителя иллюзия о том, что ребенок ничего не знает. Скорее всего, ребенок знает все и даже больше. Интернет открыт, гуглите все, что хочется, да? Поэтому здесь основополагающим является ваша родительская собственная позиция в этих вопросах. Если вы являетесь образцом для ребенка положительным, то есть вы взрослый человек, который выстраивает свои отношения зрело, мудро, гармонично, то вам не стоит переживать по поводу того, что у ребенка что-то там нарушено. Скорее всего, у ребенка есть определенные четкие нормы того, как и где проявлять свою сексуальность. Если же у родителя, у самого, либо блокировка сексуальности, либо наоборот, очень много половых контактов, бывают такие семьи, где у мамы было много мужчин, она приводила их в дом, ребенок с ними знакомился. Это может, да, приводить к напряжению в психосексуальном развитии, и ребенок здесь может быть достаточно сильно травмирован, особенно если в этом возрасте ребенок встречается с темами насилия, в частности инцеста, исходящими от отца, брата, отчима, дяди, еще кого-то. И это достаточно сильно распространено. Мы не будем сейчас на этом зацикливаться, но в этом возрасте, вот, к сожалению, девочки часто видят интерес к себе со стороны близких взрослых мужчин, которые и это блокирует их сексуальность. В целом же эта стадия ведет к формированию так называемого генитального характера. Генитальный характер, человек с генитальным характером – это взрослый, ответственный, зрелый, тот, кто контролирует свои импульсы, решает, кому и когда направлять свой интерес, сдерживает свои влечения. Он такой вот, зрелый и ответственный в сексуальных отношениях. Задача девочки-подростка – это сдержать свою сексуальность до поры до времени. Да, и поэтому все обряды, всякая обрядовость народная и в сказках все это описано, что девицу держали
ну, берегли, да, заплетали ей косу, держали в башне и другие разные обряды и инициации делали. Потому что задача девочки сдержать свою сексуальность и не проявлять ее раньше времени, пока она не созрела психологически и эмоционально. Задача мальчика также сдерживать свою сексуальность, направляя ее на внутренний рост, на формирование уверенности в себе, формирование знания себя, внутренней силы, такой мужской хорошей опоры. И когда уже вот это происходит, созревание, тогда молодой человек, юноша и девушка готовы к сексуальным отношениям. Сексуальные отношения, естественно, начинаются с первого контакта, проникновения. До этого это не считается сексуальным опытом, это считается, ну, сексуальным экспериментированием и познанием. Да? Поэтому подростки достаточно активно взаимодействуют, обнимаются, засовывают руки под кофты друг к другу, там, да, прикасаются друг к другу, но не доходят до контакта. И это нормально, здесь нормальным является. Вопросы, пожалуйста, по стадиям психосексуального развития. У нас с вами остался такой вопрос, как говорить с ребенком на темы, касающиеся вопросов пола. Здесь написаны основные рекомендации. Вы можете прямо сделать скан или сфотографировать экран. Я что-то уже говорила по ходу, и сейчас кратко прокомментирую каждый из пунктов. Уже говорила о важности того, что по возможности мы говорим на темы пола в соответствии с половой принадлежностью родителей и ребенка. И поэтому хорошо бы говорить с девочкой о менструациях маме. Недавно видела рекламу, где папа говорит с девочкой о менструации. Для меня это слом системы все-таки. Обновите страницу, Анастасия. У вас у одной, наверное. Другие не пишут пока, что не видно слайда. Слайд на экране. И нормально, что папа говорит мальчику о том, как предохраняться, если в случае дойдет до контакта, а не мама. Дальше, естественно, говорить правду, об этом мы много сказали. Говорить спокойно, создавать доверительную атмосферу. Вот от того, как вы настроены, от того, какой вообще тон приобретает ваша беседа, зависит то, придет ли к вам ребенок с этим вопросом еще раз. Если вы ребенка обманываете, помните, скорее всего, при первых своих вопросах ребенок уже знает ответ на тот вопрос, который вам адресует. Он проверяет, он, так скажем, ощупывает почву. Можно ли с моим родителем говорить на эту тему или нельзя? Если ребенок получает ответ: ты маленький еще, нечего про это еще разговаривать, я потом с тобой про это поговорю, очень там, не знаю, какой-то вопрос ты неправильный задал, да, или он вообще получает обманную, да, какую-то теорию, неправду родитель отвечает. В этом случае будьте уверены, что следующий свой вопрос он адресует сверстнику или интернету. Поэтому, создавая доверительную обстановку, говорите спокойно, уверенно, размеренно, будьте дозированы, будьте расслаблены. Не нужно сразу выпучивать глаза и говорить: что делать, да, почему вообще ты это спрашиваешь, ты что-то уже сделал. Спокойно. И в конце можно даже поблагодарить, сказать: спасибо, я рада, что ты у меня это спрашиваешь. Если у тебя еще будут вопросы, ты мне, пожалуйста, задавай, я всегда готова с тобой про это поговорить. Да? Быть сдержанным и тактичным. Не уходить в критичные комментарии. Как? Ты что, подглядывал за девочками в туалете? Ты что? Там показывали вы друг другу, что у вас в трусах? Вы что, уже лежали в постели вместе? Да? Вот если эти реакции от вас будут, поверьте, ребенок не пойдет к вам дальше. Все, вы потеряли контакт. С подростком вообще самое важное удержать контакт, не потерять его. Дальше.
Отвечаем на вопросы ребенка. Ну, я об этом уже сказала, да, идем вслед за интересом ребенка. Если пока не спрашивает, есть множество тем для разговора и для воспитания. Приглашаем к следующему возможному разговору при необходимости, да, тоже я про это сказала. Говорим о том, что да, приходи еще, поговорим, если надо. И самая важная часть, да, самая важная рекомендация. Если у вас все хорошо, то ребенку и так все будет понятно. У него не будет излишнего напряжения в этой теме. У него будет ощущение, что эта тема прекрасна, приятна, здорова, и не надо в эту тему слишком много отдавать напряжения. Если мы, как родители, тратим очень много времени, сил, внимания на удержание напряжения, в этом, да, то есть мы стесняемся этой темы, боимся ее, ругаем за нее, да, сдерживаем. Например, маме очень нужен секс, а у нее нет мужчины, и она 15 лет живет, у нее нет секса. Ну, она говорит, мне не нужен секс, мне вообще это ничего не надо. Ну, понятно, что она блокирует эту тему, да, ребенок будет это чувствовать и будет тоже нести эту тему. Поэтому мы должны быть сами здоровы, и мы должны, конечно же, выстраивать прежде всего свою собственную жизнь личную, да, ну, как здоровую, счастливую, радостную. Да, я вижу, что вы уже пишете мне благодарности. Спасибо и вам за ваш открытый контакт, за ваши вопросы. Я сейчас буду отвечать на вопросы. Если что-то я не ответила, напомните мне, пожалуйста. Я помню вопрос про детский анонизм, который нередко встречается в детских садах, и воспитатели это видят, об этом знают. Как следует себя вести? Во-первых, не должно быть насилия. Некоторые воспитатели говорят, ну-ка, вытащи руки из-под одеяла, положи их на одеяло, чтобы я их видела. Более того, так делают даже родители. На этот вопрос, на эту реакцию у ребенка должна быть очень мягкая, тактичная реакция. Во-первых, про то, что ребенку не хватает тактильного контакта, не хватает проявления любви, заботы, нежности, внимания. Родителю нужно об этом сказать. Максимально тактично, максимально мягко сказать о том, что вы знаете, я заметила, что вот ребеночек делает так. Пожалуйста, обратите внимание. Это может быть связано с тем, что вот у него что-то там, какие-то потребности не удовлетворены. Пожалуйста, вот вы можете обратиться к нашему психологу, в садике должен быть психолог, либо к любому другому специалисту, который с этим поработает. То есть здесь мы работаем не с ребенком, а мы здесь работаем с мамой. И ребенку мы ничего тут не говорим, потому что как только мама изменит свою позицию, мама начнет удовлетворять потребности ребенка, в этом случае ребенок изменится. У ребенка надо понимать это. Нет такой сексуальной потребности, которая проявляется анонизмом. У него нет сексуальной потребности сейчас, на данный момент. Он еще не эротичен, он еще не вошел в эротическую стадию. Это просто вариант самостимуляции, самоуспокоения, самоудовлетворения. И все. То есть это что-то, что не делает для него родитель. Поэтому если родитель адекватен, он на это среагирует. Если он неадекватен, то, простите, вы ничего не сможете сделать. Да? Вы не спасете этого ребенка. Максимум, что может сделать воспитатель, это подойти, увидев, что ребенок это делает, сесть на кровать к нему или рядышком и погладить его по руке, по голове, сказать ему несколько ласковых слов с пожеланием хорошего сна дневного, посидеть с ним, сказать, давай я тебя там, вот, да, посижу с тобой, полюбуюсь на тебя, как ты спишь. И дать ему то тепло, которое он сейчас почему-то в нем нуждается и не удовлетворяет, да, его. Ну, а в остальном это родительская функция. Дальше. Так, следующие вопросы. Что-то тут пропустила, скорее всего. Сейчас я посмотрю. Не всегда подростки идут на контакт. Так, убегает у меня.
Сейчас, секундочку. В таких вопросах, даже если во всем остальном доверяют и советуются, ну, Диана, да, конечно, они не должны идти. Родители уважаемые, неужели же вы хотите знать все подробности личной жизни своих детей? Да упаси нас Боже об этом знать. О всем том, что они делают друг с другом, и потом в дальнейшем будут делать со своим партнером. Это ведь дело их, понимаете? Ваша задача, родители, сказать им о том, что если с тобой что-то приключилось неприятное, к примеру, беременность или еще что-то, приходи ко мне, я готова это принять, мы будем думать, что делать вместе, я тебя поддержу, я тебе помогу, я тебя не брошу. А все остальное, да, уже тактично вы как-то проводите, как в виде ценностей, что хорошо бы, если бы партнер был один и на всю жизнь. Хорошо бы, если бы партнер и ты были друг другу верны. Хорошо бы, если ваш контакт был обоюдно прекрасным, радостным и приятным и так далее, да, вот как у нас с папой, например. Так, как с ней начать беседу про секс? Любовь. А зачем вам начинать эту беседу? Вы думаете, что она чего-то не знает? Какая такая ваша потребность в этом состоит? Ваша тревога о чем здесь? Зачем вам это нужно, да? То есть мы предполагаем, что ребенок должен как бы знать о том, что если хочешь поговорить об этом, можешь прийти, но она может не хотеть. У тебя есть вопросы? Приходи, да, я готова про это говорить. Что торопиться не стоит, ну, да, поняла. Это ваша тревога про то, что ребенок начнет раньше времени половую жизнь вести. Ну, во-первых, да, поработать с вашей этой тревогой, с психологом желательно, откуда она вообще взялась, и почему у вас вообще есть эта фантазия о том, что ребенок может начать половую жизнь раньше времени, и что значит раньше времени для вас, и что это значит для вашего ребенка. Затем можно открыто спрашивать, а как ты считаешь, а когда следует начать половую жизнь? А как вот человек должен понять, да, что будет вот маркером того, что вот надо уже хочется, да? И, скорее всего, у вашего ребенка есть какие-то мысли об этом. Вы можете поделиться своими мыслями, но не подавляюще, не давлеюще, да, как бы, а мягко. А вообще тут про вашу тревогу, и вам нужно самой поработать с этой темой, да, вы можете записаться, например, на консультацию, мы с вами это индивидуально обсудим, да, и Марина давала в начале контакты, как можно записаться, можем с вами это обсудить, потому что это что-то ваше. Так, читаю ваши вопросы, смотрю. Спасибо. И спасибо и вам, что вы пишете. Подруга лучше в 14 лет родила. Ну, так это же подруга. Как-то они справились с этим. Ну, родила. Бывает всякое. Так, смотрю вкладку «Вопросы». Как сказать родителям, что ребенок в тихий час занимается онанизмом? Сказала, на это ответила. Оксана, у вас такая реплика, ужасно, это про что? Ну, вот, наверное, про что-то, что мы обсуждали. Итак, еще пара минут на то, чтобы задать вопросы, и отвечу. Так, Жень, ребенок 3 лет. Что там было, я уже не вспомню. Про онанизм? Да. Это онанизм или это именно исследование, игра? В этот момент, если это просто игра, ну, то есть просто ему нравится, да, как бы потрогать, вот, всегда можно посмотреть и поискать, что запустило эту реакцию, то есть бывает такое вот навязчивое, как бы стереотипное движение, да, запускать руки в штаны и успокаивать себя таким образом. Тут надо посмотреть и поискать. Либо это просто исследование, интерес. Вообще у мальчика, конечно, интерес более выраженный к половому органу, поскольку он наружный. И мальчик гораздо раньше обнаруживает, что стимуляция полового органа несет удовлетворение и удовольствие. У девочек в этом плане реже встречается. Да? Девочки тоже обнаруживают, что половые органы дарят наслаждение. В садике это уже бывает, да? Это такие вот последующие, конечно, женщины с большим сексуальным потенциалом.
Но у мальчиков это чаще происходит, да, то есть мы что делаем? Мы в этом случае мягко отвлекаем ребенка, берем его ручку, обнимаем его в этот момент, да, тискаем его, то есть мы даем ему контакт другим способом, удовлетворение через тело, тактильное другим способом, через нас пока, потому что он еще асексуален, да, сейчас, и хорошо бы, ну, вот, держать немножечко эту сексуальность. Вот, поэтому контакт, скорее всего, Жень, это вот от скуки, от нечего делать, да, стало скучно, и почему бы не поразвлекать себя самому. Вот, поэтому это наш контакт взрослых. А вообще, друзья мои, не заостряем, не фиксируем внимание, не делаем каких-то страшных глаз, не кричим на ребенка, не бьем тем более по рукам, потому что отрицательная стимуляция – это тоже стимуляция. Мы закрепляем ребенка, углубляя его вот в это поведение. То есть если вы отрицательно среагировали, если вы сделали акцент, то, поверьте, это поведение закрепляется бессознательно, да, то есть ребенок вновь и вновь будет к этому обращаться, он уже сам не хочет, он даже знает, что это нельзя, но он будет это делать, потому что это сработало, вызвало реакцию некую, да, закрепилось. Таким образом формируются условные рефлексы. Вопросы ваши читаю на вкладке «Вопросы». Может ли связан НРС дошкольника с половым воспитанием? Может, но не только. Скорее всего, с чем-то другим. Но, скорее, возможно, это все связано. Так, следующий вопрос. Если папа не проживает с сыном, не травмирует ли мальчика, подростка, если с ним будет разговаривать мама об этом? Не травмирует, если мама правильную позицию заняла. То есть, что здесь очень важно? Чтобы мама была тактична, уважительно отзывалась о мужском поле, формировала у мужчины уважение, у подрастающего мужчины уважение и к женскому полу, и к мужскому полу. Папе тоже не следует с сыном говорить неуважительно о девушках, он должен наоборот говорить, что женщины это прекрасно, женщины чудесные, они волшебные, они трогательные, их надо беречь, и ты, как мужчина, отвечаешь за ее безопасность. Вот это то, что папа мудрый скажет своему сыну. А мудрая мама тоже может это сказать, да, сказать о том, что и ты очень ценен, и тебе нужно про безопасность свою думать, и про безопасность своей женщины. И каждый раз, когда ты ложишься в постель с девочкой, ты должен понимать, что это теперь твоя ответственность. Знаете, вспоминайте старый советский анекдот про чай. Да? Лучшее средство предохранения – чай. А когда? До или после? Вместо. До поры до времени вместо. Вот это вот, ну, это должно быть не такое вот давлеющее, а как бы такое вот расслабленное, но такое доброжелательное послание ребенку. Так, еще один вопрос. Девочка в группе 6 лет катается на стульчике, краснеет, закатывает глаза. Ну, это, вот это и есть анонизм, это и есть стимуляция, то есть вагинальное удовлетворение, клиторальное удовлетворение через трение девочка осуществляет. Рекомендация ваша, вам как педагогу подойти к ней, отвлечь, взять ее за руку, повести ее с собой, например, что-то делать, там подежурить или еще что-либо, вот, либо подойти и привлечь внимание к чему-то другому, очень мягко, не демонстрируя, что вы заметили что-либо или что-либо не так, или вы ее наказываете, и сказать об этом родителям, потому что родители должны отправиться к психологу. Не с ребенком, а самостоятельно, и искать причины, что происходит не так в их семье. Так, я ответила только что, Наталья, на ваш вопрос в том числе. Благодарю вас за внимание, благодарю вас за проведенное время. Будут вопросы, все контакты я написала, обращайтесь, пожалуйста. Мне было приятно с вами работать. До новых встреч. Всего доброго.